Всех приветствую. Всем подписчикам привет. Извините, что сегодня неудачно. Очень много комаров. Извините, что вот так получилось. И хочу буду продолжение на озеро. Вот у нас озеро. Это озеро находится Республика Коми, Коткоровский район, деревня Вылеб. Рядом где-то, если прямо 1 километр. И рядом озеро. И соединяется на реках. А река название Вишера. Итак, кто на связи, напишите. Итак, сейчас я хочу вот даже прицеп снимаю, и там очень много комаров. Ужасно. Представляете, я снимаю и буду снимать. Я не боюсь ни одного человека, ни одного, кто не люди, вандалы, мародеры, браконьеры. Я никогда не боялся. Просто они могут калечить. Итак, ну что, давайте сейчас будем продолжаться, конечно, там идти. Мотоблок пусть отдохнет. Ну, конечно, пока никого на связи. Но это ничего страшного. Когда первый раз вода половодье была, вот видите, где мусор осталось, отсюда была вода в этом году. Но, конечно, вода половодья была 3-я волна. Сейчас идет 3-я волна, вода поднимается потихоньку из-за дождей. Дождь было сегодня, даже было дождь ночью. А сегодня уже 10 июня 2024 года. Вот сейчас я потихоньку гуляем. Овчарка вон там. Озеро рядом. И хочу вам показать. Все равно будут, конечно, незаконные сеть вставлять как хотят. Я, конечно, снимаю, но не буду трогать. И не буду вырвать. Не буду даже поднять. А просто снимаю, что есть реально незаконная китайская сеть. Или финский, или самодельный сеть. Но это есть самодельная сеть. Я вчера, 9 июня 2024 года, на прямой эфир, прямая трансляция, вам показал, что есть самодельная сеть. И сейчас иду, конечно, сюда. Но пока я сейчас немножко промолчать не буду. И буду снимать как хочу. Это мой имею даже право снимать. И никто меня не остановит. Ну, это уже понятно вам уже, что это означает. Это охотники на уток. Это название маскировка. Ладно, давайте идем дальше. Погода, конечно,
бомбически тепло, но только комары мешают. Ну что, еще раз повторяю, вот видите озеро. Итак, значит так, ребята, хоть и я снимаю, хоть и зрители не смотрят, хоть и нет, хоть и да, я все равно буду снимать, и это видео сохранено навсегда и надолго даже. Пока это именно незаконная сеть не прекратится совсем, навсегда. И тогда, конечно, да. А это незаконная китайская сеть или самодельная сеть, он не может прекратиться, потому что это бесполезно. Это, конечно, питание, продают рыбу у нас в деревне. Но один человек уже есть. Привет от меня, если смотришь. А если неизвестный, все равно вам привет. Хоть и молчишь, хоть и нет, я не против. Смотри хоть сколько хочешь, если вам интересно про незаконную китайскую сеть от браконьеров. Итак, я уже близко к выходу реку. Вот озеро уже заканчивается, а потом уже речка истекает, река Вишера. О, немножко ветер появился, и комары не мешают. Мне даже вот так. Прямо ужасно, комары очень много и постоянно кусаются. Итак, я уже почти уже прибыл. Вот. Ну, конечно, не видно сеть. Но ерунда это. Сейчас пойдем дальше. Вчера было, а сегодня сейчас посмотрим. А, вот, есть. Есть. Смотрите. Я отсюда даже вижу сеть. Незаконная сеть. Вижу уже, вот. Вот, полюбуйтесь. Вот видите, ой, очень много комаров. Видите, тут есть незаконная китайская сеть. Это знакомая, вчерашний был, и сегодня даже есть. Так, дальше пойдем. Но это, когда я снимал, это двухсторонний идет. Вот на одна сторона идет до конца, на другой берег, и вторая вот тоже идет. Вот.
Ну вот, конечно, все-таки качественно снимает мой смартфон, но это хорошо. Так, вчера, конечно, тут вода не было, а сегодня уже поднялась вода, и уже пешком не сможешь идти, потому что там уже есть, там вот там, я вижу даже, где палка стоит, и там уже самодельная сеть. Вот так вот. Так, дальше пойдем. Тут, конечно, не смогу. У меня короткие болотные сапоги. Если было длинная, то можно пешком идти сюда. Но не буду срочно сюда идти. А я буду снимать сколько угодно. Сколько хочу. Сейчас время, конечно, 10 часов 26 минут. 10:30 московское время. Итак, дальше сейчас еще пойдем, сколько хочу, только если будет мой прямая трансляция. Тут, конечно, большая лужа. Сюда могут даже мелкие рыбки зайти и оставлять. Может быть, у кого есть еще икра, и оставляют. А кто не знает, кто не любит смотреть про рыбалки или незаконный сеть, никто не заставляет смотреть, а другую листайте и там смотрите. А я буду все равно добиться и буду снимать сколько хочу. Ой, ужасно, очень много комаров. Так, сюда не могу все равно. Ну ладно, не будем сюда зайти. Там уже есть. Именно вон там самодельная сеть. Даже верхний поплавок вижу даже отсюда. Вам, конечно, может не видно. Сейчас поближе. Здорово. Новый радио появился. Здорово тебе тоже. Итак, хоть один написал мне комментарий. Это вам тоже большое, огромное сердечко. Новый радио. А почему вот вы так профиль поставили? Новый радио. Зачем? Ну, конечно, написано Коми. Коми русский. Итак. Ничего страшного. Сейчас я, хоть и не смог снимать,
Сейчас могу я еще раз вот сюда идти, вот на этом берегу, и поближе на расстояние. Ничего не происходит. Андрей, ничего не происходит. Так. Ну вот видите, это не село, это деревня Вылеб, вон там Вылеб, Коткоросский район, деревня Вылеб. Вот видите. Так, дальше пойдем. Я буду снимать, хоть и меня кусаются комары, вот я могу еще раз показать на себе. Да, я вас тоже земляк. Ну вот видите, комары много. Видите, сколько комаров. Но ничего страшного. Терпим. У меня терпение есть. Так, я сейчас скоро подойду река. Река название Вишера. В этом ночью очень много вода поднялась. Вчера вот это не было. Но немножко было, немножко. А сегодня уже все больше. И тут уже пешком мне пройти. Но ничего страшного. Я отсюда пойду и там разворот в сторону река. Сегодня не очень смотрят зрители, потому что вчера было выходное и до 40 тысяч просмотров было вчера, а сегодня не знаю. Сегодня новый понедельник, новый день, рабочий день. Может, из-за этого не смотрят не все. Но ничего страшного. Сейчас дальше поснимаем. Так, я уже близко. Вот река, сейчас поближе. Вода, конечно, это уже третья волна. Вода поднимается. Третья волна уже. А месяц уже идет 10 июня. Сейчас лето. Настоящее лето. Ну вот и это название река Вишера. Коткоросский район. Рядом деревня Вылеб, где я сам проживаю. И там же и родился, там же проживаю. Ласточки летают, вот смотрите, сколько. Хорошо. Спасибо, Андрей, спасибо. Ну, у вас Силауб, конечно, я знаю, это не Вишера у вас. Вот.
Но хорошо, что расстояние все равно большое, до 40 километров от меня, от вас, Андрей, если проживаете Уб. Или наоборот. Может Уб там, может где Усть-Кломский район, там тоже название села Уб. Да. Ну, я уже поближе, вот уже озеро, а озеро выходит река, на реках. Это как будто соединено озеро и река. А вода все равно высохнет и вообще не будет истекать. Ну, немножко как мелкие речки станет, а вода упадет очень много. Так. Ну вот и я вижу отсюда даже сеть, если вам видно. Ну вот и я вам уже, это третья сеть, а там еще, вон там еще, это четвертая сеть уже. Так, вот она. Вот видите, это четвертая сеть уже. Четвертая. А там еще, ну, где-то видно, где-то нет. Но я считаю даже вот, где-то 10 штук. Потому что не видно не все. Потому что вода, глубина большая, и сеть тонет дальше. А где мелкая, поплавок видно даже вот сеть. Рыба есть, природа, конечно, красивая. Это по всем России, конечно, красиво везде. Не только у нас, а по всему России. Но немножко сейчас ветер дует, чтобы комаров прогонять. Ветер дует. Ну что, почему вот у вас фамилия Андрей Бабах? Тоже у тебя фамилия. Ну ладно, не будем ваш фамилия. Итак, сейчас будем немножко уже, я главное побывал. Главное побывал, что есть сеть. И еще раз повторяю, федеральное агентство по рыболовству все равно это все, вот это все, какой-то день, какой-то месяц и какой-то год, все это все равно будут подняты. И еще раз, и даже не будет никогда. Хоть и свои сеть ставят, и они не боятся. Конечно, они не боятся, потому что они настоящие браконьеры. Вот за это они не боятся. У них характер крепкий, и вот за это и у них даже есть оружие охотническое. Вот за это они не боятся. Итак, ну что, дальше пойдем, да?
Ну, то так. Так, подойду реку, вот река Вишера, а там уже украинская фамилия, ну хорошо. Ну что, сейчас, пусть, сейчас хочу поснимать еще интереснее. Сейчас все смотрят, конечно, и молча смотрят. Сейчас у меня на экран 3 человека смотрят. Смотрите, тут уже идет, плывет лодка. Неизвестная лодка. Ну пусть плывет. Это, я считаю, у него сеть. Он идет, едет, вот плывет, то есть. Он не... Вот сейчас. Сейчас будет еще интереснее. Так, ребята, поддержите мой канал. Итак, еще раз повторяю. Если что-нибудь случится, позвоните в полицию. Тут один уже приплыл проверять свои незаконные китайские сети. Потому что он не боится. Потому что он браконьер, чистый браконьер. Вот за это он не боится. Ну пусть, я буду снимать еще дальше. Ну хорошо, что ты в Сыктывкаре, но все равно приедешь домой. Вот видите, он не боится, потому что он уже самый коварный, не только коварный, он браконьер. Ну что, дальше пойдем. Потому что почему я вот что снимаю? Потому что недавно мою лодку толкнули или утопили. Вот за это они должны получить по заслугам. Так вот. Итак, еще раз хочу показать мой личный фото, которое у меня лодка была, зеленая лодка. Так. Нет, я не испугался. Я вообще не испугался. Просто он, может, у него охотничье ружье, может. Сейчас хочу показать мое личное фото, которое у меня зеленое фото было.
Вот вот мой лодка была, зеленая лодка, вот, видите? Вот эту мою лодку толкнули или утопили 17 мая в этом году. Вандалы. Представляете? Вот вам реально снимаю. Вот, видите? И хочу еще показать, вот, который мне комментарий написал. А они имеют, у них есть сезонная охота на диких животных. Хоть и сезон открыт или закрыт, представляете? Хоть и сезон открыт, хоть и закрыт, они все равно будут каждый день ходить своим незаконным ружьем или без, или да, или у них есть лицензия, разрешение, или путевка на диких животных, например, медведь, лось. Ну, не знаю, сколько там можно разрешения. Вот летом они всю лето добивают трофей, добивают. Так вот. Ну, конечно, он уже посмотрел, что я как будто трогал. Я даже не трогал, я даже только снимал, а он просто твоим драндулетом лодкой прибыл, и видишь, он уже обратно. Нет. Хоть и закрыто, хоть и нет, сам знай. Браконьеры, у них никогда не бывает закрытым сезон, не бывает. Ну что, сейчас я вам еще хочу показать, который мне написал. Ничего. Так. Подожди, может вам не видно? Вот его зовут Александр Мишарин. Он написал, конечно, по коме. Вот прочитайте, по коме он написал. Но если перевести по-русски, он написал, что хочет, то есть все, кто против, они хотят мою руку топором. Вот, видишь? Потому что сеть, что трогаю. Вот, потом написал, что я сеть трогаю. Из-за этого он написал, что руку могут отрубить. Или лапу, мою лапу. Это недавно, это в этом году в мае мне написал комментарий на YouTube. Но это комментарий останется сохранено и никогда не буду. Да, жесть, да. Не только жесть, а капец.
Но, конечно, можно узнать, что у него есть или нет нелегальное оружие. Было 90-годовые, я помню даже, 90-годовые было нелегальное оружие у них. А сейчас уже 21 век, пока этого не знаю. Но могу узнать, когда будут на охоту. Но у них, конечно, не сможешь спросить, что у них есть или нет документы по оружию, лицензия, путевка, и ну многое-многое другое. Итак, дальше пойдем, дорогие друзья, сейчас обратно пойдем потихоньку. Погода, конечно, теплая, нормально, но он уже убежал немножко, он переживал своим незаконную сеть. У него, значит, который я снимал, там самодельная сеть. Это лично у него. И я знаю, кто он. Его зовут Паников Михаил. Итак, дальше пойдем. Я, конечно, уже не один раз снимаю на прямой эфир. Не один раз. Но это будет продолжаться и продолжение бесконечно, пока это не прекратится незаконный сеть. Так, ну что, сейчас будем. Вам уже лично показал и еще раз покажу, что мою зеленую лодку, но название было малютка, но лодка была длиннее стала. В прошлом году я добавил, потому что короткая лодка неудобно. И удлинил немножко 1 метр. И стало где-то почти 4 метра. Это зеленая лодка. Но могу еще фото вам показать, когда солнце прячется, я еще раз покажу про зеленую лодку. И про комментарии мне написал, угрожают, конечно, уже не раз, а много год уже угрожают. И смеются над... Конечно, смеются. Потому что детство всегда они, молодежи, всегда смеялись над мной. И сейчас даже смеются. Но ничего страшного. Сейчас пусть еще раз поплывет своим драндулетским лодкой или мотором. А у него лодка, конечно, незаконная. И даже не у него лодка, которая была вот сейчас недавно было вот, ну, минут 5 было, да? 5 минут где-то было. Это незаконная лодка, конечно, и даже нет документов, и даже не знаю, что сказать. Если рыбнадзор поймает их, я 100% они заберут. Потому что без документов они не должны на воде. Итак. Ну, телезрители, конечно, смотрят, конечно, 4 человека, но это мало. Вчера, конечно, много было, до 40 тысяч просмотров, а сегодня не знаю. Сейчас ветер немножко появился, и все-таки комары
меньше стало. Вот, ребята, сейчас. Ну, конечно, я уже почти уже на озеро. Вот на озеро, а там с другой стороны река. Но тут, конечно, глубина большая и сеть не видно. Это бесполезно. Только можно снимать на лодках, иметь лодка. У меня лодка нету, потому что недавно было вандалы или мародеры толкнули или утопили. Но это считается, конечно, капец, что я вот сейчас, вот что это, все реально снимаю, не боялся, даже не боюсь, что я способен снимать все это. Представляете, я снимаю именно прямой эфир. А там на другой береге, конечно, есть у кого-то самодельная лодка. Я это не буду снимать. Я, конечно, не пешком пришел, у меня мотоблок вон там. Так, ребята, хоть и смотрите, но это видео будет продолжаться почти каждый днем. Как будет погода, как будет солнечная, бомбический жара, я буду снимать почти каждый день. И со мной, конечно, защитница, овчарка. Ну-ка покажи свой клюк. Клюк покажи. Ирга. Ну-ка, покажи клюк. Фу, 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 фу. Но если у вас ливень, Андрей, если у вас ливень, значит к нам он скоро, через день, может уже гроза тоже будет и ливень. Но у нас сегодня ночью было дождь. Собака, конечно, хорошая. Ее зовут Ирга. Ну-ка покажи клюк. Клюк покажи. Стой, стой, стой. Фу. Клюк покажи. Покажи клюк. Ну-ка. Вот такой громадный, гигантский клюк. Но она не кусается. Она добрая, послушная и умная. Представляете, овчарка это друг человека тоже. И она понимает все, то, что я говорю по-русски. Итак, ну что, ребята, я, конечно, достойно снимать, да? Представляете, еще раз покажу на себя. Ну-ка, скажите мне, ребята, я достоин снимать вот это все незаконная сеть? Скажите прямо мне вот так перед вами на камеру, смартфон. И скажите мне ответ, я достойно вот это все, и что я не боюсь вот это все снимать. Потому что мне уже не надо уже бояться. Мне уже 45 лет в этом году.
исполнилось 45 лет. И я никогда не буду бояться. Хорошо. Хорошо, Андрей. Посмотрю ваш канал. Но это попозже посмотрю ваш канал, Андрей. Так. Тут немножко как будто не остройчик. Так, солнце, конечно, прятался. И хочу еще раз показать про мои зеленая лодка. Хочу еще раз показать. Ну, конечно, сейчас у меня на мотоблоке чай, термос. Хочу немножко чай, потому что много болтаю. И у меня губы и горло высохло. Так. Вот, я сейчас вам покажу. Не видно все равно, не видно ничего. Ну вот, смотрите. Вот мой зеленая лодка. Вот видите, вот тут, конечно, поставил вот 1 метр. А он был короткий. И эта лодка почти 4-метровая длина. Вот у меня на руках весло. Да, хорошая лодка была. Потому что лодка алюминиевая. Он надолго... Алюминиевая лодка навсегда. И скажу, конечно, правду, что эту лодку нам подарили. У нас родственник. Вот. Вот за это я немножко беспокоюсь. А если это была моя личная лодка, именно личная лодка, если у меня была личная, прямо вот так моя лодка, я сам купил, сам отслужил. Это, конечно, я бы вызвал полицию, участковый, и эту лодку бы все равно пришлось бы найти. И хочу сказать еще про вандалов. У нас в Вылепске вандалы никогда не будут успокоиться, потому что они всегда были, как они родились, так и они останутся вандалом. Но когда-нибудь они, вандалы, Бог накажет. Именно Бог накажет их, кто это сделал. Вот. Хоть и не найду, но лодка, конечно, жаль, очень жаль. А если было там мотор, ну, слава Богу, что мотор у меня был в гараже. Слава Богу. А это мотор у брата. Наш брат. А если был там мотор и тоже утопили или угнали, то это чистая уголовная. И я могу сказать даже, кто это сделал. Даже у меня на комментарии есть сохранено. И фамилия, имя знакомая. Это сосед, конечно, Мишарин Алексей или Паников Алексей.
А тут, конечно, вижу даже от него дом. Вот, сейчас пойду побыстрее, немножко дождь. Но у меня смартфон не промокнет, не отключится даже мой смартфон, потому что мой смартфон водонепроницаемый, противоударный, ночное видение у меня смартфона. Представляете? Вот за это у меня смартфон качественно показывает. Хоть и я этот смартфон выброшу на воду или вот, хоть куда, он не отключится и не должно. Так, я побыстрее, сейчас побыстрее пойду зонтиком. У меня зонтик в мотоблоках и буду чай попить вместе с вами. Но это будет еще продолжение. И буду продолжать. Но это ерунда, дождь. Тоже облака. Ну вот и у меня зонтик. И можно продолжать снимать, ребята. Или ребята будут, наверное, заканчивать. И поснимаю отдельное видео. И сегодня же будет... Нет, у меня нет Samsung. У меня нет Samsung. У меня другое название от смартфона. Ну что, будем чай пить, отдохнуть. Но это, конечно, я думаю, это короткие видео, а я хочу больше снимать, которые вот недавно, вот сейчас, полчаса назад, незнакомый лицо, его зовут Мишарин, ой, то есть Паников Михаил. Ну все, ребята, я буду заканчивать. Всем удачи и поддержите мой канал. Всем пока. До скорых встреч. И это видео, то есть прямой эфир, будет продолжаться. И никогда не буду отключать. Хоть и будут сейчас, вот сейчас, если по пути я поеду домой, и будут, если угрожать, это обязательно позвоню участковый, и пусть их разберутся, кто, кого, как. Потому что я адекватный, правдивый человек, все снимаю свои дела, мое дело. Потому что незаконной сеть не должно быть. Все, давайте, ребята. Всем пока. Вот у меня мощный проходимец, мотоблок Агро. Ему уже 15 лет. Мотоблок купили 2009 года. Еще раз повторяю. Мотоблок купил 2009 года. Ему исполнилось 15 лет.
Все, давайте, пока.